Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Важная миссия. Аслан Бжаня встретился с патриархом Антиохийским и всего Востока, епископом Антиохийской православной церкви Иоанном X. Напомнить о серьезности заболевания. В Абхазии стартовала акция, посвященная Всемирному дню памяти жертв СПИДа. Привлечь аудиторию. 4 музея столицы открыли свои двери для любителей культуры и искусства в ночное время. В Дамаске состоялась встреча Аслана Бжани с патриархом Антиохийским и всего Востока, епископом Антиохийской православной церкви Иоанном X. Приветствуя президента Абхазии, патриарх Антиохийский и всего Востока пожелал нашей стране, церкви и всему народу Абхазии мира, радости и всего доброго, отметив, что готов оказать любую помощь республике по христианской церковной линии. Аслан Бжани поблагодарил Иоанна X и подчеркнул, что для него большая честь лично познакомиться с ним. В завершении встречи президент Абхазии, патриарх Антиохийский обменялись подарками. Спасибо, уважаемый патриарх. شكرا لكم أيها البطرك المحترم. Для меня большая честь, большая радость быть лично с вами знакомым. بالنسبة لي فخر وسعادة كبيرة بأن أتعرف عليكم شخصيا. Христианство имеет большие исторические корни в Абхазии. للمسيحية جذور متأصلة تاريخية وقديمة في أبخازيا. В Абхазии огромное количество христианских памятников. وفي أبخازيا هناك أوابد مسيحية كثيرة. И я, как глава государства, верующий человек, и значительное количество жителей понимают роль религии в современном мире, в частности в нашем государстве. وأنا كرئيس البلد أنا إنسان مؤمن والعدد الأكبر من مواطنينا أيضا يؤمنون. То, что я увидел в Сирии, меня очень обнадежило, обрадовало, потому что глава сирийского государства относится с большим уважением ко всем конфессиям. И к христианским, и это очевидно, это видно. ما رأيته في سوريا كان دافعا لي للسعادة أيضا وللأمل، لأنني رأيت بأن السيد الرئيس يتعامل بلطف وبرقة مع الجميع، مع المسلمين ومع المسيحيين في آن واحد. Та миссия, которая несется вами, она очень и очень важна, потому как православная христианская религия, она призывает к миру, к добру, к тому, чтобы люди любили друг друга. Это очень важно, особенно когда нам угрожают разные государства. والرسالة التي تحملونها هي رسالة أيضا جدا مهمة، لأن الكنيسة الأرثوذكسية عبر التاريخ وحتى الآن كانت تدفع نحو السلم دوما، خاصة أننا الآن نقع تحت ضغوط من يريد أن يعتدي من دول أخرى. Нашу встречу покажут по абхазскому телевидению, и это будет большой радостью для верующих абхазов. ولقاؤنا سوف يعرض في التلفزيون الأبخازي وسيكون مدعاة سعادة لكل المؤمنين في أبخازيا. Наши абхазские христиане имеют давнишние связи с вашей церковью. المسيحيون الأبخازيون لديهم علاقة تاريخية مع كنيستكم. Чуть позже об этом расскажет председатель парламента. بعد قليل سوف يحدثكم عن هذا الناطق باسم البرلمان. Пользуясь возможностью личного общения с вами, хочу пожелать вам крепкого здоровья. وأريد أن أستغل فرصة التحدث معكم وأتمنى لكم صحة قوية. Абхазского долголетия. وطول عمر أبخازي. Будьте здоровы, я очень рад нашему знакомству. أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة، أنا جدا سعيد بالتعرف عليكم، هذا فخر. Спасибо вам. В рамках официального визита в Сирию спикер Валерий Кварчи и депутаты Народного собрания Абхазии приняли участие во встрече с главой Народного совета Сирии Хамудом Сабах. На встрече был подписан договор о межпарламентском сотрудничестве между государствами, который предполагает обмен опытом в законотворчестве и обмен делегациями. В
столице Сирии торжественно открылось представительство Торгово-промышленной палаты Абхазии. Мероприятие началось с исполнения гимнов двух государств. На церемонии открытия представительства выступили министр экономики и внешней торговли Сирии Мухаммад Самир Аль-Халиль, президент Генерального союза ремесленников Сирии Наджи Аль-Хадуа и директор Дамасского ремесленного центра единого ремесленного комплекса Луай Шко. Почетное право разрезать красную ленту было предоставлено вице-премьеру, министру экономики Абхазии Кристине Хозган, министру экономики и внешней торговли Сирии Мухаммаду Самир Аль-Халилю и президенту ТПП Абхазии Тамиле Мирсхулава. Затем Тамила Мирсхулава ознакомила сирийских коллег с продукцией абхазских производителей. Президент ТПП подчеркнула, что в Абхазии надеются на активную заинтересованность со стороны сирийских бизнесменов, желающих сотрудничать с абхазским бизнес-сообществом на постоянной основе для увеличения экспортных операций. Уверена, что открытие представительства – это новый шаг в реализации достигнутых договоренностей, который станет по-настоящему интересным и полезным событием, как в аспекте нашего интеграционного взаимодействия между республиками в целом, так и для каждого из нас в отдельности. Хочу выразить отдельную благодарность тем, без активного участия и помощи которых открытие данного представительства не состоялось бы. Это Министерство экономики и внешней торговли Сирийской Арабской Республики, это Министерство иностранных дел Сирийской Арабской Республики, Генеральный союз ремесленников Сирии, Министерство иностранных дел Республики Абхазия, а также посольство в Сирии и всех наших коллег со стороны торгово-промышленных палат, с которыми у нас уже подписано соглашение о двустороннем сотрудничестве. Поисково-спасательная группа МЧС Абхазии вместе с инструктором туристической группы Анной Гилевой достигла места предполагаемого нахождения российского туриста Владимира Ульянова на перевале Химса в верховьях реки Гумиста. Однако на месте базового лагеря Ульянова не оказалось. Спасатели обследовали окрестности, но осмотр не дал результатов. Принято решение самым тщательным образом исследовать маршрут предполагаемого движения из высокогорной зоны в сторону побережья. Спасатели надеются на то, что Ульянов решил самостоятельно спускаться с высокогорья, и, следовательно, его можно обнаружить на возвратном маршруте. Таким образом, поиски российского туриста в верховьях Гумисты, которые ведутся с 12 мая, продолжаются. Премьер-министр Александр Анква встретился с министром по чрезвычайным ситуациям Львом Квициния, который доложил о поисках российского туриста в верховьях реки Гумиста. Кроме того, Лев Квициния сообщил об итогах рабочей поездки делегации МЧС Абхазии в Москву, а также о мероприятиях, связанных с подготовкой к курортному сезону. Глава правительства поручил распространять по всем объектам проживания туристов жесткие предписания о соблюдении требований пожарной безопасности. Александр Анква рекомендовал усилить контроль над компаниями, оказывающими услуги экстремального отдыха, проводить разъяснительную работу, не давать разрешения на учреждение экстремальных парков и зон отдыха с горными аттракционами. Прокуратура города Сухум возбудила уголовное дело по факту убийства Кемала Ардзенба, совершенного вечером 18 мая, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии. Преступление было совершено примерно в 17 часов из огнестрельного оружия неустановленного образца. Было произведено не менее 3 выстрелов. Кемал Ардзенба от полученных огнестрельных ранений скончался. Уголовное дело возбуждено по статьям Уголовного кодекса Абхазии: убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, и незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Продолжаем выпуск. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Абхазии завершились вступительные экзамены в профильные вузы МЧС России. В этом году абитуриентам из нашей республики была выделена квота из 10 мест. 4 в Академию гражданской защиты и 6 в Академию государственной противопожарной службы. Смотрите репортаж пресс-службы МЧС. На 10 лимитов претендовали 14 абитуриентов. Молодые люди сдавали экзамены по математике, физике, русскому языку и физической культуре. Абитуриенты показали неплохие результаты, однако, по словам специалистов, физическая подготовка большинства соискателей оставляла желать лучшего. Только 2 из поступавших удалось полностью уложиться в установленные нормативы.
На встрече с абитуриентами, успешно прошедшими все испытания, а также с их родителями, министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квицыня указал на возросшие требования к курсантам вышеозначенных учебных заведений. Усилится контроль за их успеваемостью и поведением. В случае злостных нарушений курсанты будут отчисляться без каких-либо поблажек и послаблений. По словам главы спасательного ведомства республики, принято решение о том, что будущие выпускники вузов МЧС России, направленные на учебу из Абхазии, будут распределяться на места дальнейшей службы вне зависимости от фактического проживания, а по решению руководства МЧС. Данное положение будет внесено в служебный контракт и станет обязательным для исполнения. Лев Квицыня пожелал молодым людям успехов в дальнейшей учебе и заверил их в том, что спасательное ведомство будет оказывать им всяческое содействие и помощь. Ежегодно в третье воскресенье мая в министерстве весь мир отмечает День памяти жертв СПИДа. Главная цель акции состоит не только в том, чтобы почтить память жертв, но еще раз напомнить о серьезности этого заболевания. Рассказать как можно больше о болезни, путях ее передачи, своевременной диагностики и мерах профилактики. В нашей стране в 2020 году от СПИДа скончались 11 человек. В Сухуми в течение недели будет проходить акция по бесплатной экспресс-диагностике на гепатит и ВИЧ-инфекции. Ее организаторами являются Министерство здравоохранения, Республиканский кожно-венерологический диспансер и Центр СПИД. Репортаж Алики Трапш. Бесплатную экспресс-диагностику на выявление гепатитов Б, С, ВИЧ-инфекцию и сифилис в Абхазии проводят с 2012 года. С 10 утра до 16 часов все желающие в течение этой недели могут пройти обследование на базе мобильной лаборатории во дворе республиканской больницы. Желающих сдать анализы немало. В момент наших съемок очередь выстроилась в основном из числа медработников. По долгу службы они часто контактируют с инфицированными людьми, поэтому им в первую очередь и необходимо пройти экспресс-диагностику. Мы ежегодно принимаем участие. Конечно, наша работа обязывает, и сами хотим проверяться. Каждый раз сталкиваешься с кровью, со всеми такими проблемами. Опасно для семьи, для нас, для всех. Да, как приезжают, мы принимаем, все принимаем участие и проверяемся. Прежде чем начать обследование, медики информируют людей об инфекционных заболеваниях. В случае обнаружения болезни человеку рекомендуют пройти до обследования в Республиканском кожвендиспансере. Пройти экспресс-диагностику может любой желающий. Результаты анализов анонимны и конфиденциальны. Они будут готовы в течение 15-20 минут. Вирус иммунодефицита человека атакует клетки, которые отвечают за борьбу с вирусами. В результате прогрессирования болезни организм человека оказывается неспособным сопротивляться не только серьезным заболеваниям, но и тем, что не предоставляют угрозы для жизни здоровых людей. СПИД возникает вследствие длительного течения ВИЧ-инфекции, если пациент вовремя не начал лечение. Вот почему специалисты призывают население не бояться, не стесняться и вовремя пройти обследование. Раннее выявление ВИЧ-инфекции приводит к раннему лечению пациентов. То есть пока они чувствуют себя хорошо, мы начинаем препараты, и благодаря этому человек живет долго, у него не возникает никаких оппортунистов, то есть сопутствующих заболеваний, которые могут быть при ВИЧ-инфекции. Еще раннее выявление ВИЧ-инфекции во время беременности дает нам возможность рождения здорового ребенка. В рамках проекта нашего Минздрава у нас обследование беременных женщин проходит бесплатно на ВИЧ, гепатит Б, гепатит С. Это очень важно для населения. И вообще очень важно знать свой статус, потому что своевременное лечение приводит к меньшим проблемам. По данным статистики, в Абхазии свыше 1500 человек ВИЧ-инфицированы. В основном это мужчины. Но среди инфицированных есть и дети, то есть вирус передался от матери к ребенку. Те пациенты, которые получают терапию, передать инфекцию другим не могут, благодаря препаратам, и их 620 человек. Специалисты отмечают, что количество вновь выявленных больных заметно сократилось.
Мы вели статистику, вот смотрели такую как бы динамику. В течение 5 лет какое количество пациентов ежегодно вновь выявленных мы выявили. От 70 до 80 человек, то есть больше не было. Если раньше предыдущие года это было 150, 120, то сейчас у нас как бы такое некая плата, можно сказать. Мы думаем, что это связано с тем, что мы постоянно стараемся информировать население, предупреждать, что это за инфекции, как можно заразиться. Второе, это, конечно, диагностика. У нас проводится постоянная диагностика, выявление ранее этих инфекций. Первый день акции по бесплатной экспресс-диагностике на гепатит и ВИЧ-инфекции обследования прошли 76 человек. Заболевания ВИЧ, гепатит Б и сифилис у них не были обнаружены. Однако у 5 человек был выявлен гепатит С. Теперь они пройдут до обследования в Республиканском кожвендиспансере. Алика Трапш, Роберт Ломия, Абхазское телевидение. В Сухуми состоялось второе рабочее заседание организационной группы по созданию Конгресса народа Абхазии. Обсуждались 3 вопроса: утверждение плана работы орггруппы по проведению Конгресса народа Абхазии, модели Конгресса и критерии, предъявляемые к делегатам КНА от сел Абхазии. Участники встречи отметили, что некоторые пункты требуют доработок и внесли свои предложения. К концу заседания члены орггруппы проголосовали за проекты с поправками и приняли их. Как отмечалось на встрече, делегатом КНА может быть житель Абхазии в возрасте не менее 35 лет и пользующийся заслуженным авторитетом и уважением среди сельчан. Почему именно представители сел вот такую позицию занимают, наибольшую? Дело в том, что это и по демографии, и по показателям статистики, значит, половина нашего населения – это жители сел. И есть еще другой, не менее важный аспект, что именно селу мы задолжали, мы как государство должны развернуться к ним лицом и дать такую площадку, где они могли бы выражать свои интересы, поддержать своих представителей, кандидатов в депутаты через Конгресс. И далее Конгресс же предполагает постоянную работу, чтобы эта категория людей могла также контролировать, чтобы эти избранные уже депутаты, чтобы могли отчитываться. Первый критерий, который, по нашему мнению, должен быть предъявлен к кандидатам в делегаты, это постоянное проживание кандидата в селе. Значит, второе и третье, вот здесь я сразу хотела бы прокомментировать, то есть мы не обозначаем наличие высшего образования, то есть образование не ниже среднего, но для людей, которые имеют высшее образование, хотелось бы, чтобы они были обеспечены опытом работы по специальности не менее хотя бы 5 лет. Следующий, 4-й пункт – это участие в Отечественной войне народа Абхазии. Ну, в данном случае речь идет прежде всего о мужчинах на тот период, соответствующих определенному возрасту, и людей, которые, то есть мужчин в первую очередь, которые исполнили приказ главнокомандующего о всеобщей мобилизации. Далее следующий пункт – это соблюдение кандидатом и членами его семьи конституционных и правовых норм. Далее кандидаты и члены его семьи, то есть дети, родители, родные братья и сестры, не привлекались к уголовной ответственности, не имеют судимости и не являются виновниками ДТП со смертельным исходом. Значит, кандидаты в делегаты должны или смогли бы открыто подтвердить и заполнить анкету о своих личных доходах и доходах членов своих семей, а также о происхождении своих материальных благ. Следующий пункт. Ни кандидат, ни члены его семьи не поддерживают контактов с Грузией. Речь идет о том, что они не совершают частных визитов на проведение досуга, на футбольные матчи не ездят, на какие-то торжественные мероприятия и деловые мероприятия, то есть не ведут никаких деловых контактов с сопредельной территории, за исключением, конечно, грузин и мингрелов, проживающих на территории Гальского района, которые априори связаны с этой территорией. 9-й пункт. Ни кандидат в делегаты, ни члены его семей не работают в теневом секторе экономики, то есть они не занимаются, скажем, незаконной торговлей, не ведут никаких, скажем так, серых
схем, бизнеса и прочее, прочее. То есть это должен быть человек открытым, прозрачным. Если он занимается хозяйственной деятельностью, является хозяйственным агентом, хозяйственным субъектом, то его деятельность должна быть достаточно открытой, прозрачной. Значит, вот такое у нас понимание. Вот уже 7-й год музеи столицы принимают участие в международной акции «Ночь в музее». В этом году свои двери для любителей культуры и искусства открыли Абхазский государственный музей, литературно-мемориальный музей имени Гуля, музей боевой славы имени Ардзинба и музей Банка Абхазии. Именно к этому дню музеи Абхазии подготовили интересные экспозиции, которые сложно увидеть в другое время. А какие именно, расскажет Шазина Ханагуа. Акция приурочена к Международному дню музеев. У всех желающих появляется возможность осмотреть музейные экспонаты в вечернее или ночное время. Основная цель ежегодной акции – показать возможности, потенциал современных музеев, привлечь внимание людей, доказать, что посещение музея не только приятное времяпровождение, но и интересный познавательный процесс. Государственный музей боевой славы имени Владислава Ардзинба начал свою программу в 5 вечера. Организаторы постарались удивить и заинтересовать даже самого юного зрителя. В музее была организована викторина по новейшей истории Абхазии среди учащихся сухумских школ. Я не скажу, что вопросы были очень сложные. Конечно же, если ты не учил историю Абхазии, ты бы не ответил. Но благодаря нашим лучшим учителям все ученики прекрасно справились. Нам подарили очень интересные книги, связанные с первым президентом Владиславом Григорьевичем Ардзинба. Также другие различные подарки. Здесь также можно было посмотреть концерт с участием хореографических студий, выступлений эстрадных артистов. Мы не впервые участвуем в этом, мои дети тоже участвуют. Я думаю, что это очень необходимое вообще мероприятие, потому что дети и взрослые должны знать свою историю, знать свою культуру. То есть эти мероприятия необходимо проводить, потому что молодое поколение, помимо интернета, должно также посещать музеи, театры. Это культурное развитие нации, народа. Существует у нас, я считаю, что в республике достаточно много музеев, интересных музеев. Поэтому я считаю, что это очень хорошее мероприятие. В литературно-мемориальном музее Дмитрия Гуля на этот раз из-за сложившейся эпидемиологической ситуации все мероприятия проводились во дворе. Перед посетителями выступили дети, которые с удовольствием читали стихи. Для школьников была организована экскурсия, которая проводилась небольшими группами. Здесь акцию «Ночь в музее» проводят в 6-й раз. Главное в этом празднике – это художественное слово, это стихи, это поэзия, это и музыка, и гитара. Но в основном здесь поэты, которые соберутся, читают свои стихи, новые стихи, будут пародии, будут литературные соревнования между собой. Впервые в международной акции «Ночь в музее» участвует открывшийся буквально на днях музей Банка Абхазии. Здесь посетителям была предоставлена редкая возможность увидеть коллекцию монет в необычное время. Сегодня у нас в программе очень увлекательная экскурсия. Премьера фильма Ибрагима Чкадова о денежном обращении в Абхазии. Также будет викторина с призами от музея. У нас очень много молодежи, и я уверена, что им будет это интересно и полезно тоже. Также в музее банка есть специальный станок, на котором чеканят монеты. В рамках акции посетителям была предоставлена возможность попробовать самим отчеканить монету. История монет, которые впервые обращались на территории нашей страны, я считаю, что это очень важно знать молодому поколению и старше тоже, потому что это история нашей Родины. Речь не только на нашем народе и о большом количестве других народов. Это все очень интересно. Также здесь предоставляется возможность отчеканить собственную монету, приобрести сначала ее и отчеканить. И вот этот момент погружает нас в эту античность, в то, как они это делали. Это очень захватывающе. И я советую каждому желающему прийти, посмотреть. Это большого стоит.
Международную акцию «Ночь в музее» начали проводить по инициативе Государственного музея Абхазии. И здесь посетителей ждало много сюрпризов. Впервые в отделе этнологии открылась экспозиция народных музыкальных инструментов. А в другом зале Госмузея была открыта выставка находок известного абхазского и советского археолога Вадима Викторовича Бжаня, который работал в Абхазском государственном музее более 5 лет. Выставку посетил министр культуры Гудиса Агрба. В первую очередь хотел бы поздравить всех работников музея с Международным днем музея, пожелать успехов в работе и поблагодарить за ответственный подход к своему делу. Именно благодаря работникам сегодня у нас есть замечательная возможность демонстрировать, показывать свои ценные экспонаты, еще больше говорить о нашей культуре, об истории, об историко-культурном наследии. «Ночь в музее» – международная культурная акция. Впервые она прошла в 1999 году во Франции. Во многие музеи мира вход в эту ночь бесплатный. Чтобы привлечь молодую аудиторию, различные музеи готовят специальные неформальные акции, что и было организовано во всех музеях Сухума. Шазина Ханаго, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Народный поэт Абхазии, писатель Мушнила Сурия стал номинантом Патриаршей литературной премии 2021 года. 20 мая в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя состоится торжественная церемония избрания и награждения лауреатов 10-го юбилейного сезона. Кроме Мушнила Сурия, номинантами Патриаршей литературной премии стали Анатолий Байбородин, Владислав Бахревский и другие. Лауреаты премии будут избраны из числа номинантов короткого списка в результате голосования членов Палаты попечителей. Международная премия имени Фазиля Искандера объявила длинный список соискателей. Об этом ТАСС рассказали в русском пен-центре, учредившем премию. В этом году свои произведения на конкурс прислали более 150 авторов. Среди них известные мастера прозы, поэзии, сценаристики и перевода Светлана Василенко, Анатолий Головков, Даур Начкебия, Роман Сенчин и другие. В нынешнем конкурсе участвуют литераторы, киносценаристы, драматурги и переводчики из России, Абхазии, Армении, Белоруссии, Португалии, США, Турции и других стран. В этом году к номинациям проза, поэзия, дерево детства, киносценарий и драматургия добавлена новая категория – бесценное достояние. Премия в этой номинации будет вручаться как автору, так и переводчику. Объявление финалистов состоится в сентябре. В пятницу, 21 мая, консульский отдел посольства России в Абхазии будет закрыт по техническим причинам на 1 день. Об этом сообщается на странице посольства в Facebook. И в конце выпуска традиционно о погоде. По сообщению гидрометцентра, в четверг, 20 мая, в Абхазии ожидается малооблачная, жаркая погода. Высокий индекс ультрафиолетового излучения. Температура воздуха ночью плюс 11-16, днем 25-30 тепла. Температура морской воды плюс 17. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Абхазское телевидение продолжает свою работу.